большое спасибо за приглашение на этот проект. Очень интересно выступить на разных площадках с разными форматами рассказов о том, чем мы занимаемся. Вообще, «Город удивительной истории» — это наш первый проект, который появился в 2021 году. Центр медиапродукции как некоммерческая организация появилась немножечко раньше, в 2020 году. И сам проект «Город удивительной истории» он посвящен архитектурным объектам нашего города, других городов Республики Коми. И через эти архитектурные объекты мы хотим раскрыть историю городов, судьбы людей, которые в них жили, а также немножечко осветить события вообще всей страны через вот эти объекты. О, у меня же есть клип. Вообще вдохновением для «Города удивительной истории» стал цикл видеолекций проекта «Арзамас» про российские железные дороги. В личной беседе произнес фразу как-то следующую: «Великое пространство России немыслимо без железных дорог». И вот такой формат, где в центре рассказа находится харизматичный спикер, который от своего лица, опираясь на свои знания, рассказывает о чем-то увлекательном для зрителя, мы и выбрали как основным для наших роликов. То есть мы посчитали, что вот этот формат является балансом между трудоемкостью для производства, увлекательностью для зрителя и полезностью с точки зрения контента, который можно туда разместить. Кстати, очень советую, я тоже подписан на Арзамас, очень много полезного материала. Да, для вдохновения самое то. И вот именно такой формат видеороликов мы выбрали основой для своих проектов. Вообще проектов у нас на данный момент два. Это «Город удивительной истории» и «Край удивительной культуры». То, что слово «удивительный» в обоих проектах, это не случайность. Мы очень долго думали над названием, а потом поняли, что у нас просто удивительная республика, поэтому мы в каждый свой проект это слово будем вставлять. Когда-нибудь дойдем до чего-нибудь еще удивительного, но пока не знаю до чего. Кстати, если будут идеи, делитесь. Да. У меня вообще не кликает он сегодня. Ну, там может быть удивительная природа, удивительные люди. Конечно, перед каждым проектом мы смотрим, какие вообще проекты существуют уже, какой контент создан. И когда мы в 2021 году, в начале года, посмотрели, что же есть про Сыктывкар, мы поняли, что перед нами практически голое поле. Есть несколько выпусков блогеров-путешественников про Сыктывкар, ну, того же Ильи Варламова. Есть замечательный проект «Дорогие товарищи», в рамках которого есть записи воспоминаний жителей города. Есть не менее замечательный проект «Пешком по Сысольску», у них есть видеозаписи их лекций. Также есть прекрасный сайт «Старый Сыктывкар», есть какие-то выпуски Юргана и Комигора про город, и в принципе на этом все. То есть полноценных, пусть даже маленьких документальных фильмов о нашем городе, о других городах республики практически не существует. И так и родилась идея проекта, его цель. Мы поставили себе задачей в увлекательной форме рассказать об истории Республики Коми. Мы хотим донести до жителей, что на этих самых улицах, в этих самых зданиях были увлекательные события, о которых интересно послушать. Мы считаем, что здания, к тому же, являются довольно увлекательным, полезным и таким очень наглядным ориентиром для изучения истории не только населенных пунктов, но и истории страны в целом. То есть, вот, например, на множестве особнячков Сыктывкара, да, можно рассказать не только об Уссысольске, можно рассказать о купечестве в целом, о чем вот наши спикеры делают, например, в первом сезоне проекта «Город удивительной истории». Там Руслан Деревесников рассказывает о купечестве Севера, очень увлекательный выпуск, рекомендую посмотреть, кто не смотрел. Поэтому и так для всех проектов мы выбрали такой сериальный формат из нескольких роликов по 10-15 минут вместо одного большого фильма. Нам показалось, что благодаря нескольким роликам мы можем охватить тему более широко. То есть мы будем рассказывать в рамках 5 роликов, да, по 10 минут, это 50 минут. И мы могли бы 50 минут посвятить либо одному зданию, либо сразу 5. И посчитали, что более широкий охват, он для нас более полезен, так как мы ориентируемся на зрителя, которому в школе или в университете не так много рассказывали об истории республики. Поэтому наша основная задача – это впервые познакомить зрителя с темой и постараться его заинтересовать, чтобы он уже дальше самостоятельно что-то поизучал, почитал, посмотрел. Также поэтому мы стараемся делать ролики максимально увлекательными, ну, насколько это возможно, конечно, чтобы зритель не промотал, а все-таки досмотрел до конца. Я думаю, что благодаря проекту «Город удивительной истории» многие зрители впервые узнали, что в Сыктывкаре было духовное училище. Или, например, что прямо в этом здании во время Первой мировой войны
создавались снаряды для фронта нашей армии. Также нашей важной задачей в этом проекте является максимально широкое распространение этих видеороликов. Поэтому вот этому распространению мы уделяем очень большое внимание. Мы работаем с большим количеством пабликов и сообществ Республики Коми, которые нам подходят тематически, либо географически. Мы договариваемся с ними о публикациях. Если в сообществе открытая стена, то мы туда публикуем свои ролики. Очень много публикуем. Где-то нас даже это блокируют. К сожалению, почему-то, не знаю почему, местные СМИ совершенно игнорируют эту тему и ролики не принимают бесплатно. Нам помогает только один Коми онлайн, но, к сожалению, там сменился руководитель, я не знаю, получится ли дальше с ними работать. Когда наше ручное распространение заканчивается, мы подключаем автоматизированное. То есть мы подключаем таргетированную рекламу, чтобы как можно еще больше людей увидел эти ролики, чтобы человек, который не хотел ничего знать про СТК, все равно что-нибудь узнал про наш город. И получается, что в рамках проекта «Город с удивительной историей» на данный момент создано 8 видеороликов, еще 3, прошу прощения, находятся, получили финансирование, и вот буквально завтра мы выезжаем в Ухту, чтобы начать их снимать. И хотя сделано довольно много, работы предстоит впереди еще больше. Я очень надеюсь, что в 2024 году мы все-таки сможем выиграть грант и продвинемся в истории СТК хронологически. Да? Мы очень давно хотим снять ролики про раннее советское время. Все, к сожалению, никак не получается. Уже, по-моему, 4 или 5 заявок у нас, к сожалению, не получилось с этой темой победить. Но думаю, что у нас получится, по крайней мере, очень хочется. На финальном этапе каждого проекта мы передаем готовые ролики в электронную систему Национальной библиотеки Республики Коми, передаем в фонды музеев, если они обращаются. Проект «Край удивительной культуры», который посвящен выдающимся деятелям культуры Республики Коми, он оказался очень популярен у школьных учителей, потому что там, допустим, мы рассказываем про коми-литераторов, а в школе есть урок коми-литературы, а визуальных материалов практически нет. Поэтому учителя с удовольствием берут. Если кому-то нужно, вы обращайтесь, мы поделимся. Нам совершенно не жалко, мы очень рады, когда эти ролики используют на уроках истории и литературы. Большое спасибо за внимание. Очень ждем вас в паблике Центра медиапродукция. Смотрите ролики, лайкайте их, пишите комментарии, может даже с критикой, но, конечно, желательно конструктивной. А теперь, наверное, перейдем к просмотру фильма. Предлагаю, прежде чем перейти к просмотру фильма, немножко вернуться к нашему формату. Формат первого вагона предполагает всегда встречу с людьми, увлеченными культурой Коми. Вы, безусловно, тоже такой человек. А поскольку люди приходят увлеченные своим делом, то и мы легко за ними увлекаемся этой темой. Поэтому я все-таки настаиваю, давайте познакомимся немножко с вами лично. Расскажите немножко о себе, как вы оказались вообще в этом. Мы с вами достаточно давно знакомы на различных культурных проектах. Очень интересно узнать подробнее. На это отвечать не готовился, поэтому сейчас будет экспром. Тем лучше. Да. Получается, лично я видео занимаюсь с 2000, первый мой, так сказать, платный договор на видео, с чего началась профессиональная карьера, был подписан в 2010 году, то есть получается 2 года назад я праздновал десятилетие своей профессиональной деятельности. С 2015 я работаю в продакшене Комипро, мы занимаемся рекламными видеороликами. С 2020 года появилась Центр медиапродукции. Как она появилась? Когда делаешь рекламу, ты всегда делаешь то, что хочет клиент. А нам всегда хотелось сделать что-то для себя, то, что именно нам хочется. Вот мне всегда хотелось, я смотрел ролики Варламова, где он рассказывает про какой-нибудь Переславль-Залесский, про эти улочки, про эти заборчики, про церквушки. И мне тоже хотелось что-то подобное сделать про СТК. И вот эта некоммерческая деятельность, Аношка, позволила найти ресурсы, да, чтобы реализовать давнишнюю идею и сделать при этом что-то полезное. Сколько проектов уже реализовано? Получается 2 сезона «Города с удивительной историей». Это 8 роликов про дореволюционный Сыктывкар. 2 сезона «Край удивительной культуры». Это 5 роликов про литераторов и 5 роликов про мастеров декоративно-прикладного искусства. И вот сейчас, получается, 5-й, еще один сезон «Город с удивительной историей» Ухта. 3 ролика про здание Ухты. Там без хронологии, потому что, как оказалось, в Ухте не так много исторической застройки. Даже 3 здания мы нашли с некоторым трудом. Интересно. Надо сказать, что качество вашей работы ничем не хуже, чем тот же Арзамас или еще какие-то примеры, поэтому кто видел, подтвердят, да, мои слова, очень крутые ролики. Спасибо. Если есть вопросы, давайте зададим. Пожалуйста.
Добрый день. Беляева Ольга Модестовна. Я представитель очень глубокой деревни, деревни Сёйки. Я тоже занимаюсь и культурой, и развитием, и Грантами. глубоких деревень, которые, как бы сказать, далеки от цивилизации. Вот и у меня такой вопрос к вам. Вы занимаетесь только городом, только знаменитыми домами, или же еще глубинкой деревни? Потому что вся история, вся жизнь и вся интересная, все, что происходит в городе, это начинается в деревне. И черпать из деревни историю, особенно культуру, это очень важно. Вот я хотела узнать, вы только по городу работаете, или у вас в планах еще можно заглянуть в деревню? Если у вас в планах будет глубоко за деревню, заглянуть туда и описать быт прошлый и быт настоящий в деревне. И что такое комикультура, потому что она в деревне сейчас осталась только в деревне. Потому что в городе, как не буду я ругаться, но по причине даже в школах только факультативно изучаешь комик и историю еды. Если вы заинтересуетесь этим вопросом, я могу вам помочь. Спасибо большое за вопрос. Вообще в планах у нас было сначала пройти по Сыктывкару. Мы думали, что мы будем очень быстро идти по Сыктывкару. Буквально там за 3 сезона мы пробежимся от дореволюционного города до 70-х, 80-х. И потом пойдем на другие муниципалитеты, пройдем быстренько все города и перейдем к малым населенным пунктам. Но, к сожалению, мы застопорились на дореволюционном Сыктывкаре. Вот добрались до Ухты только, получается, на 3-й год проекта, да, по сути. Поэтому очень хотим дойти до малых населенных пунктов, но боюсь, что это по времени растянется у нас. Насколько это растянется? Я успею вам помочь? Точно успеете. Но здесь, видите, все зависит от решений по грантам. Я думаю, что если мы с вами в том числе будем помогать... Гранты и грантами, а надо начинать просто с глубинки оттуда, а не отсюда. Мы стараемся сейчас использовать все возможности по грантам, да, то есть все конкурсы, какие есть, мы везде подаемся. Президентские гранты, к сожалению, для медиапродуктов практически закрылись. То есть это было нашим началом. Самый первый город судительной истории был реализован на президентский грант. С тех пор они не дают гранты на медиапродукты. Вот я смотрю всю статистику по республике, побеждают, как правило, социальные, такие реальные объекты, да, спортивные площадки, там какие-то, помощь людям и так далее. Есть президентский фонд культурных инициатив. Они на медиапродукты дают с большим удовольствием, потому что, по сути, они для этого и созданы. И вот именно сейчас уже идет конкурс, до 31 августа будем подаваться как раз город судительной истории 2, ранний советский Сыктывкар. Зимой на ПФКИ, я надеюсь, что подадим что-нибудь еще интересное. Так что постараемся как можно быстрее дойти до деревень. ВКонтакте Ольга Беляева. А можно вопрос еще? Да, Пожалуйста. А вот у меня три в одном. А кто входит в вашу команду? Где вы берете хронику, где вы берете вообще материалы? И был третий, я забыла. Надо идти пока эпизод. Вот, и третий вопрос. То есть вы каждый сезон это новый грант, правильно? Да. Сколько раз вы уже подавали на грант? Если не секрет. Считая проигрышный или вообще в принципе? Да, вот именно проигрыш. И проигрыш в том числе. Это важно. Ой, это такой сложный вопрос. Так, получается, 5 мы выиграли, и штуки 4, наверное, проиграли. То есть, в районе до 10 скоро будет. Это сложно. Да, то есть у нас пока хороший процент побед, так сказать, но он снижается с каждым разом. Сейчас труднее, да. Расскажите про команду и про где материалы берете. Получается, в команде у нас из основных членов это я как руководитель проектов. Вот там сзади у окошка сидит Ирина, она является нашим координатором, то есть она связывает, находит увлеченных историков, так как она сама по образованию историк, она именно связующее звено между нами и рассказчиками. Откуда берем материалы? Мы находим в первую очередь эксперта, историка, который сам помогает нам, то есть он сам пишет для себя рассказ. Поэтому именно рассказы и получаются такие интересные, потому что мы не направляем человека, про что рассказывать. Да? То есть вот мы, допустим, обратились к Игорю Сажину и говорим, пожалуйста, подскажите, про какое здание в рамках дореволюционного Сыктывкара вы бы хотели рассказать. И они про него рассказывают своими словами. Вот он выбрал объект, например, дом Шарапова, да, который в плохом состоянии находится. Он выбрал его для того, чтобы привлечь к нему внимание.
Вот. Понятно, То спасибо. есть вы 2 человека, да? Ну, получается, основные, да. Основных. да, плюс вот съемочная команда, это получается еще 2 оператора и 1 монтажер. А у вас он постоянный или вы, так сказать, на договорной основе? Нет, они на договорной. То есть вот как раз продакшн, в который мы просто каждый раз обращаемся. Ну, плюс я сам еще являюсь и оператором, и монтажером. Классно. Да, Ну что, молодцы. теперь переходим к просмотру. Да. Да? Если не возражаете. Внимание на экран. И, наконец, в 1904 году было решено построить вот это вот здание, где мы здесь с вами сейчас и находимся. Были выделены 6120 рублей, там 49 копеек, такая сумма была, большие деньги. И при этом, конечно же, там, где можно было, экономили. Во-первых, проект был составлен земскими техниками местными, да? Во-вторых, привлекли в качестве подрядчика одного из крестьян Коми края. В 1905 году как раз подрядчик построил фундамент этого здания, построил кузницу, и в 1906 году работы были завершены. А что касается истории здания, то у него новый этап его истории начался с конца 30-х годов. Дело в том, что как раз одному очень такому интересному учреждению республиканскому, которому, кстати, в этом году исполнилось 100 лет, понадобилось новое помещение. Речь идет о современном национальном архиве Республики Коми. Тогда он еще назывался областным архивом, у нас была Коми автономная область. Потом он будет преобразован в Центральный государственный архив Коми СССР, соответственно. Вот. Здесь, как вы сами, как можно видеть, помещения довольно-таки большие, и как раз можно разместить было полки с архивными делами. Надо поблагодарить Игоря и всю команду за шикарный фильм. Слушайте, предлагаю закрепить успешность этого фильма. Ну, давайте так. 5 открытий, которые вы для себя сделали после просмотра фильма. Кто что для себя узнал. Я действительно не знал, допустим, о том, что здесь вы производились детали для снарядов. Что вы для себя Для открыли? меня было друзья? удивление, что первая электрификация отсюда пошла. Это очень 3 жизни, да. А остальные все знали про это здание, поэтому хорошо. Еще думаем. Ага. Что не узнали, думаем. Может быть, появились вопросы? У нас есть такая традиционная рубрика в наших встречах в формате «Первый вагон». Ваше жизненное кредо. Мы завершаем всегда этим вопросом нашим спикерам. Вот к этому вопросу я тоже не готовился совершенно. Потому Сейчас что специально про него никому не говорю никогда. нужно было знать, куда иду, конечно. Жизненное кредо, наверное, такое, что целью в своей жизни всегда ставил оставить после себя нечто, что будет памятником нерукотворным, как бы это странно ни звучало. Это звучит очень логично, и мы готовы во всем и всегда вам помогать. Я говорю про Центр народного творчества, и уверен, здесь тоже люди все увлеченные, заинтересованные, поэтому такие встречи нужны в том числе для того, чтобы появлялись новые взаимосвязи, новые проекты. Спасибо большое. Фото на память. Фото на память традиционное со спикером, вокруг спикера. Да. Присоединяйтесь.